Мама пришла к председателю Лободе. Он сказал, что есть на Луначарке дом, но там нет документов, там ничего нету, так как, ну, женщина, которая жила, ну, с 7 детьми, она умерла. Но это не ее дом, это, ну, гражданского мужа дом. Ну, так как мы там, ну, туда переехали мы, мать писала, сколько родственникам в селе тоже говорила, ну, кто там знаком с ними. Ну, никто ничего никак не реагировал. Нам просто сказали опись сделать. Ну, мама, естественно, в 2 экземплярах сделала опись. Мамин опись сохранился, а в сельском совете затерялся. Естественно, этот переселенческий дом, понимаете, сами как он трескается, стена отходит. Братишка начал его с нуля, как можно сказать, поднимая, обустраиваться. Ну, кухню, санузел, все это отдельно он это сделал. Объявились, приехал именно вот этот хозяин и жена егошняя. Мать хочет поговорить с хозяином, ну, чтобы там договориться, как бы. Они вроде бы договорились, все нормально. А тут резко изменилось, она начала говорить, что в суд будут подавать, ну, будут бороться за этот дом. Туда деньги вложила, тоже детские деньги вложила. Они не хотят вообще ничего платить. По сей день еще суды идут. У меня вот, ну, в общем, нас выселили. Меня с 3 детишками выселили. Мебели все разломали. Ну, в общем, с ворот выкидывали они эти мебель. Приехали, выселили этих детей, выкинули все на улицу, все вещи, все выкинули на улицу. Я начала братишке звонить, я говорю, Руслан, говорю, они тут, я говорю, все выносят, говорю, я не знаю, что делать. Он говорит, вы хоть адвокату звоните, кому хотите, звоните. Мы этот дом, это приставша с хозяйкой, которая сейчас эта хозяйка, объявилась, она говорит, мы этот дом никому не дадим. Нашли они свидетелей о том, что этот дом был в 96-м году, этот дом был. Хотя этого дома не было. Он просто был обычно переселенческий дом. Он был в плохом состоянии. Ничего здесь не было такого. Вот. Они своими силами работали, старались. Дети, когда уже повырастали, решили восстановить этот дом. Вот это вот вся крыша, дом достраивали. Полностью вот эти вот комнаты, вот сейчас зайдешь, палисадник, он такой красивый, цветы. Ну, я спрашивала, почему вы 30 лет назад где были, почему вы не приехали, не брали тот дом, его бы растащили. Если бы не эта семья, которая здесь поселилась, этого дома было бы камень на камне не осталось. Старшему 15 лет, у него врожденная катаракта. Средней дочке 6 лет, и вот младшей дочке 4 года, но у нее сердце. Иногда у нее вот судороги бывают сердечные. Сейчас в данный момент дети вот все втроем, получается, они спят на полу. Есть там диван, который я позапрошлом году брала, но они его совсем поломали, и мы его собрать с сыном не можем. Мы его детали найти не можем, чтобы он хотя бы мог там этот ребенок спать. Боюсь, что соцработники придут, начнут. Так и так эта приставша сказала, хочешь, чтобы дети твоих отобрали? Мы, говорит, тебе быстро это сделаем. Ты сейчас, говорит, у тебя ни дома, ничего нету, говорит, мы тебя быстро отберем этих детей. Ну, начали шантажировать, приходили с администрации, сакской администрации, условия посмотрели, ну, посмотрели, как дети, где дети спят, что дети едят. Ну, пока никакого результата нету. Из-за этого вот я обратилась к вам, чтобы помогли с мебелью, потому что я не могу купить мебель, мне
Нет возможности.